Специалисты называют жару одной из ключевых причин для возникновения стихийных природных пожаров. Пожарную безопасность обсудим прямо сейчас в программе «Интервью». Вместе с нами сегодня Константин Терещенко, заместитель председателя противопожарной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, вначале оценку. Вот туристы и их отдых как могут повлиять на возникновение природных пожаров, да? И все-таки действительно ли 95% пожаров в лесах это по вине человека происходит? Да. Ну, начнем с того, что все-таки не 95%, а по статистике около 65% по вине людей, так скажем, рукотворные пожары происходят. Основным фактором возникновения пожара является это разжигание открытого пламени огня, когда делают шашлыки люди, а также после себя всегда оставляют мусор. К сожалению, не все люди добросовестно относятся к природе, берегут ее и, к сожалению, оставляя бутылки, стеклянную тару, во время солнцепека у нас солнечные лучи преломляются и образуется эффект лупы, и, к сожалению, возникают пожары. Там достаточно небольшой искорки, буквально там час на солнышке побудет стекло, если сильный солнцепек, а особенно сейчас, сами видите, сами знаете, что у нас нет дождей, к сожалению, у нас устоялась жара в Республике Башкортостан, поэтому у нас увеличиваются случаи возникновения пожаров из-за таких вот банальных вещей, как забытый мусор на природе. Вот эти же причины могут стать возникновением пожара вот именно в быту, да, в квартирах, в частных домах? Да, бывают случаи, когда люди, ставя на подоконник зеркало, допустим, свое, да, там девушки, или же оставляют бутылки с водой также на подоконнике и не закрывая никакой занавеской, в течение дня, если это еще и солнечная сторона, нагревается, также происходит преломление солнечных лучей, и очень много случаев тоже возникновения пожара только из-за того, что из-за зеркала у нас преломился свет и эффект лупы сработал. Пожарная безопасность в этом году, как вы ее оцениваете в республике? Где чаще всего что горит? Если мы говорим о жилом секторе, в Республике Башкортостан у нас 60% случаев возникают пожары в сельской местности, 40% у нас возникает в городской. Это в городах, в квартирах мы имеем в виду. Основной причиной пожара, к сожалению, является неосторожное обращение с огнем. Как правило, это курение и зачастую это состояние алкогольного опьянения. У нас по статистике мы держимся, идем на уменьшение количества пожаров в республике относительно прошлого года. Вот. А в этом году, к сожалению, мы потеряли чуть больше 140 человек в настоящее время. Вот и одной из основных причин пожара является неосторожное обращение с огнем при курении. На ваш взгляд, самые эффективные меры профилактические какие? Самой эффективной мерой является не курить в доме. Обязательно иметь, если человек курит дома, то иметь пепельницу, наполненную водой, там, банка, это будет неважно, любая емкость. И, естественно, основной профилактической мерой является это установка пожарного извещателя. Потому что этот элементарный небольшой прибор, он уже себя хорошо зарекомендовал. Мы уже с 2016 года устанавливаем за счет бюджета Республики Башкортостан отдельной категории граждан извещателей. И на сегодняшний момент уже зарегистрировано только официальных случаев спасения людей более 630. Из них 229 детишек мы уже спасли с помощью этих небольших мини-сирен. Они, получается, принцип действия этого извещателя заключается в том, что у него есть камера, выпускается луч, и при обнаружении задымления частиц дыма он срабатывает и сильный звуковой сигнал издает. Особенно это очень важно ночью. У нас основной
количество пожаров со смертельным исходом происходит ночью, к сожалению, когда люди спят. Это может быть являться и короткое замыкание, это использование в нерабочем состоянии, допустим, там, или сломанные электроприборы какие-то, да. И ночью мини-сирена, она либо разбудит хозяина дома, либо соседей. Вот у нас очень много случаев, когда соседи слышат звук мини-сирены, бегут, спасают своих соседей, своих друзей, близких, знакомых. Особенно в деревне это очень важно. Каждый пожар, происходящий в населенном пункте, особенно если даже это происходит, если гибель, это горе не только семьи, не только близких, но это гибель человека, это горе всей деревни, всего населенного пункта, района. Поэтому очень болезненно это ощущают жители. Поэтому мы хотели бы, вот, и пользуясь случаем, тоже хотел нашим гражданам рекомендовать приобретать пожарные извещатели. Они, цена их небольшая, всего лишь 300 рублей. И это очень эффективная профилактическая мера возникновения пожаров, гибели людей, а также сохранения своего имущества. Потому что, особенно в сельской местности, люди годами накапливают имущество свое, живут в одном доме, и не дай бог, если происходит пожар, они теряют все свое имущество и жить негде больше. Константин, вы затронули тему спасения людей из пожара. Такие случаи действительно есть. А как правильно это делать? При возникновении пожара, если человек находится вот в помещении, обязательно нужно наклониться и по низу пробираться в сторону выхода. Нужно найти любую тряпку, намочить ее и приложить к лицу. И медленно направляться к выходу. Не нужно геройствовать, потому что дым, он поднимается наверх. И концентрация частиц дыма, естественно, выше углекислого газа, и поэтому нужно идти по низу. Либо на корточках, либо ползком выбираться в сторону выхода. И обязательно нельзя открывать настежь окна, потому что потоки свежего воздуха могут усилить само пламя пожара. Если человек находится снаружи дома, да, и начался пожар в доме, как правильно туда заходить и в каких случаях категорически нельзя этого делать? Зачастую, когда идет речь о спасении человека, никакие методы, способы, они не пренебрегаются. Да? Люди выставляют окна, выбивают окна для того, чтобы проникнуть в дом. Естественно, при разбитии окна или выставлении окна, да, нужно также по низу на корточках или лежа пробираться в сторону людей, если они их видят визуально. Да. И обязательно пользоваться, конечно же, либо тряпочкой, чтобы смочить, чтобы человек не наглотался также дыма, и мы не получили еще одного пострадавшего. Когда нельзя заходить в дом? Во время пожара? Да. Естественно, когда уже языки пламени распространяются во всех комнатах. Идет густой едкий дым, там, к сожалению, уже людей не спасти. Нельзя геройствовать и самому рисковать своей жизнью. Если уже вся квартира или дом охвачен пламенем, то, к сожалению, мала вероятность того, что мы обнаружим там живого человека. Если тяжелые люди, пенсионеры лежачие, да, дети, вот какие рекомендации можете дать здесь? Естественно, если мы говорим о людях, которые с ограниченными возможностями и которые лежачие, естественно, у них должна быть либо сиделка, либо близкий человек, который постоянно с ним находится. Для таких категорий граждан мы в том числе также устанавливаем пожарные извещатели бесплатно, потому что, как правило, если это одинокий человек, он попадает у нас под категорию одиноко проживающие лица старше 55 лет. И наш инструкторский состав Центра службы профилактики пожаров Госкомитета ПЧС устанавливают пожарные извещатели на основании заявления. Но
так как мы понимаем, что эта категория граждан у нас они не ходят, естественно, они заявления подать не могут, поэтому мы знаем эти адреса и совместно с органами местного самоуправления организовываем профилактический рейд и в процессе устанавливаем эти извещатели и объясняем, рассказываем, как принцип работы извещателя. Также проверяем на наличие в квартире нарушений правил пожарной безопасности, если мы говорим это об электропроводке или, допустим, если это частный дом, это печное отопление. Как правило, в сельской местности у нас очень много домов в печное отопление, в которых находится в аварийном состоянии, и с помощью органов местного самоуправления, через муниципалитета мы стараемся оказывать адресную помощь данной категории граждан в ремонте печного отопления, замене электропроводки в том числе. И если коротко, пожалуйста, Константин, скажите, пожалуйста, что должно быть дома, если произошел пожар и человек смог бы быстро отреагировать, кроме пожарного извещателя? Также эффективным профилактикой возникновения пожаров и тушения это является огнетушитель. Он по цене совершенно тоже небольших денег стоит. Если мы рассматриваем обычный 4-килограммовый ОП-4, так называемый, да, в магазине он стоит буквально там 700-750 рублей. Работы хватает на 10 секунд примерно. И, по крайней мере, в случае возникновения пожара на первой стадии человек может сам его потушить, либо локализовать, по крайней мере, хотя бы сбить пламя, для того, чтобы у нас было время для приезда пожарных частей и спасения имущества и жизни, в том числе человека. А также можно хранить дома, так скажем, у нас есть как самоспасатели, это такие медицинские маски наподобие, вот как используются в самолетах, они тоже немного стоят, буквально там 500-600 рублей. Спасибо вам большое, Константин. Сегодня гостем программы интервью был заместитель председателя противопожарной службы Государственного комитета Республики Башкортостан Константин Терещенко, и мы говорили о пожарной безопасности. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.